Федот Семенович, здравствуйте, рады приветствовать вас у нас на Добрый день. телеканале. Федот Семенович, очень актуальная тема сейчас – это ограничения и соцсетей, интернета. Что ваша партия думает по этому вопросу? Что касается ограничения интернета, телеграмма, позицию нашей партии озвучил лидер нашей партии Сергей Михайлович Миронов. Мы категорически против. Но я специально собирал студенческий клуб «Толкуй», дискуссионный клуб такой есть в Москве, студентов собрал, и мы пообщались на тему перехода в МАКС, ограничений интернета и так далее. Да? Ну и студенты, они люди свободные, очень открытые, говорят, что нравится, что не нравится. Ну, чтобы много не говорить, то, что касается МАКСа, конечно, они говорят, в первую очередь, там защита слабая, защита. Вот других там двойная защита зашифрована, а тут защиты нет. И второе, это неудобно. Должно быть удобно для человека там и так далее. Вот если это все будет постепенно сделано, я думаю, что та задача, которую поставили себе созданию суверенного интернета, она будет постепенно решаться. Но сейчас это очень сложно. Мы считаем, что бороться с мошенниками, там, террористами, конечно, надо. Но это не должно задевать интересы и чаяния людей, простых людей, всех подряд, да? Это должно быть точечно и точно сделано, да? Очень много обращений, особенно год назад, сейчас-то еще чуть меньше, и недавно, я сам получал, да, люди, мошенники взламывают, МАКС, отправляют от имени взломанного аккаунта, что просим голосовать и так далее. Ну, тот, который туда поверил и залез, все, там, считаю, попал в руки мошенников. Поэтому мошенники, они везде, они очень изобретательные, очень креативные, самому надо быть очень собранным, и это не зависит от того, какая социальная сеть, какой мессенджер. А какие меры борьбы с мошенниками сейчас активно обсуждаются в Государственной Думе депутатами? Мы, приняли ряд законов, которые, дают, возможность бороться системно со стороны государства, бороться с мошенниками. Конечно, это методы, которые ограничивают в какой-то степени, свободу действий, но другого пути нет, надо каким-то образом ограничивать. Малый и средний бизнес часто сегодня испытывает сложности в связи с повышением налогов, налогового бремени. И какие меры поддержки бизнеса, может быть, вы готовы предложить? Лично я разработал законопроект, который облегчает налоговое бремя для малого и среднего бизнеса в районах Крайнего Севера. О чем речь идет? Речь идет о том, что, смотрите, зарплата у нас вообще на северах состоит из трех частей. Основная заработная плата, туда начисляется районный коэффициент, и третья часть – это северные надбавки. Так вот, на всю сумму заработной платы, все налоги, все социальные выплаты, начисляются, и малый бизнес просто задыхается от этого налогового бремени, тем более у нас сложности и с транспортом, сложности с энергетикой, поэтому очень много малых предприятий уже в последнее время позакрывались, потому что не могут нести эту всю нагрузку. Поэтому я предложил законопроект, который позволяет не облагать налогом, выплатами в социальные фонды часть заработной платы, которая называется районный коэффициент и надбавки. И это примерно 30-40% налогового времени, это было бы облегчение для того, чтобы малый бизнес у нас каким-то образом работал. Потому что малый бизнес, он закрывает эти самые нужные, жизненно необходимые ниши экономики. Насколько важно поддерживать малый и средний бизнес на севере, в арктических территориях? Я говорю, что это, во-первых, закрывает очень жизненно важные сектора экономики, начиная с торговли, заканчивая тем же жилищно-коммунальным хозяйством, дорожным строительством и так далее. Это первое. Второе – это рабочие места, потому что люди обеспечиваются работой именно через малые и средние. Не везде есть крупные предприятия, типа Алрос, Эльги или еще чего-то. Да? Поэтому это очень важно для нашей экономики, для экономики северов. На самом деле предложений очень много, но в целом на этот год были приняты такие непопулярные решения, которые увеличивают налоги на все предприятия. Да? И мы предлагаем для того, чтобы облегчить
бремя, налоговое бремя для малых предприятий, потому что для них это огромная нагрузка, потому что при малом количестве людей, при малых объемах работ, вот даже маленький процент, который 2% даже увеличивается налог, он сразу чувствует, сразу ограничивает свободу действий. Поэтому мы вот эти ряд предложений озвучиваем и предлагаем, но пока это очень трудно продвигается. В своих соцсетях председатель вашей партии Сергей Миронов рассказал о том, что именно вы стали инициатором демобилизации воина СВО. По здоровью расскажите вот об этой истории, об истории этого бойца. Ко мне в каждый день поступает очень много обращений от участников специальной военной операции, от матерей, жен, значит, от членов семей по самым разным вопросам. Ну, так получается, что людей не могут найти, награды бывают, там, вот эти социальные выплаты не выплачиваются, даже зарплата военнослужащих. Значит, я активно подключаюсь по каждому обращению. И я же еще депутат от всего Дальнего Востока, вот Хабаровск, там, Приморский край. И вот ко мне в сентябре обратился один военнослужащий из Хабаровского края. И такие же обращения есть и из Якутии. Вот он обратился, у него там сердце заболело и нужна была операция. Значит, я тоже сделал запрос, его, слава богу, сердце прооперировали, поставили мотор, потом лечился, потом, значит, мы его попросили его направить на военно-врачебную комиссию, и вот буквально недавно, значит, его уволили из вооруженных сил по состоянию здоровья. То есть это не так массово, да, но вот точечно иногда получается помочь людям. Но таких случаев очень много, и не всем, к сожалению, можно решить, но я борюсь за каждого, уверяю вас. Я уверен, что к вам обращаются очень много бойцов, СВО, ветеранов специальной военной операции. И с какими вопросами вот они обращаются? На самом деле, действительно, наша партия поддерживает специальную военную операцию, потому что это вопрос будущей безопасности наших детей, наших внуков. Если Украина превратится в антироссию, и там будут, условно говоря, ракеты, которые, значит, наших противников стоят, то в будущей безопасности, значит, наших детей и внуков возникнут очень огромные проблемы. Поэтому это и затеяно. И поэтому мы, тех, кто защищает нашу Родину, борется за будущее нашей страны, за суверенитет, мы всех поддерживаем. Кстати, я хочу сказать, что у меня 3 военнослужащих, они являются помощниками, внештатными помощниками. Один из них недавно стал командиром батальона, значит, другой работает в одном месте, третий служит в третьем месте. Я постоянно с ними поддерживаю связь, как бы вот в оперативном плане получая разного рода информацию, чем могу, чем пытаюсь помочь. Поэтому мы держим руку на пульсе. Вот сегодня тоже пришло обращение уже уволенного, значит, служащего специальной военной операции, воин в Якутске. Он хочет развивать свое дело, в то же время он работает, и ему как бы не дают заключить социальный контракт. Будем помогать каким-то образом. Я слышал, что недавно появилась инициатива об изменении покупки субсидированных билетов. Расскажите об этой идее, в чем ее суть? Вот смотрите, что происходит, да? Вот авиакомпания объявляет о продаже субсидированных билетов. И что получается? Получается, что люди на ночь приходят в длинную очередь, чтобы купить субсидированные билеты зимой, вот в мороз, на лето, на отдых, там, на выезд. И билетов их как бы быстро скупается, их и не хватает. Зачем людей мучить? Да, вот обычные билеты, они же продаются онлайн. Почему субсидированные нельзя покупать онлайн? Вот суть моего предложения заключается в том, чтобы разработали механизм продажи онлайн билетов, субсидированных билетов. Это особенно важно для людей, которые живут, значит, не в столице, а в других районах, которым, значит, обязательно надо приехать в районный центр, стоять в очереди. Зачем, когда век сегодня интернета, можно было бы онлайн продавать. И, конечно, надо расширять вот это вот субсидирование, потому что, ну, мест мало и всем не хватает, всем желающим. И получается ажиотаж, там могут появиться всякие разные мошенники и прочее. Поэтому, ну, раз мы на севере живем, раз, значит, мы, государство решило помогать северянам и дальневосточникам, оно должно принять меры, чтобы люди спокойно могли купить себе билет в отпуск, там, на встречу с родными и так далее. Вот это вот онлайн, интернет-продажа, это и есть
как бы суть нашего предложения. Федот Семенович, скоро начинается региональная неделя, вы отправляетесь в регионы Дальнего Востока, обязательно будете и в Якутии. Вот расскажите про эту работу. Да, вот у нас каждый месяц так называемая региональная неделя. 3 недели заседаем, 1 неделя обязательно будет в регионах. Вот я через несколько дней уже полечу в Якутск и буду встречаться с избирателями, значит, и буду проводить работу на месте. Могут ли к вам обратиться люди? Однозначно можно встретиться, можно записаться, можно прийти побеседовать. Спасибо вам большое за это интервью.